Как заходить? Здравствуйте, я общественный корреспондент Округ ТВ Андрей Данилов. Сегодня в здании Саха Медиа проходит награждение, посвященное Дню журналистики наших средств массовой информации и печатных изданий. Уважаемые работники и ветераны СМИ, издательской и полиграфической индустрии, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем российской печати. Традиционно в этот день мы подводим итоги прошедшего года, а он был для медиа нашей республики по-настоящему особенным. В 2018 году в Якутии появилось сразу два новых СМИ. В эфир вышел круглосуточный информационный телеканал «Якутия-24». Был запущен единый сайт улусных районных газет «Улус Медиа». Важной вехой в истории якутской журналистики стало учреждение почетного звания заслуженного журналиста Республики Саха-Якутия. Уже сегодня награждены первые обладатели этого высокого звания. Печатное дело издательства в Якутии живет и развивается во многом благодаря высокому профессионализму, энтузиазму и ежедневному труду всех работников индустрии. Убежден, что при помощи IT-технологий печатные СМИ якутские издательства выйдут на совершенно новый уровень, еще больше расширят свою аудиторию, будут востребованы и за пределами республики. В век информационных цифровых технологий нам вместе предстоит преодолеть сложный, но интересный путь поиска новых форматов и платформ, которые помогут сделать книги, газеты, журналы и другие средства массовой информации еще доступнее и ближе к читателю, дадут возможность хранить и делиться нашей культурой, искусством и историей. Уважаемые коллеги, друзья, желаю вам творческих побед, новых идей и проектов, благополучия и радости от каждого дня, счастья, здоровья вам и вашим близким. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов. Слово предоставляется курирующему заместителю министра отрасли печати и массовых коммуникаций, заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Чамбуру Николаевичу Гаврилеву. Уважаемые коллеги, вот опять прошел год и наступил наш профессиональный праздник. С Днем российской печати, коллеги! Вкратце подведем итоги прошедшего года. Да? Во-первых, запущен круглосуточный информационный телеканал «Якутия-24» со своим одноименным информационным сайтом. По итогам данным декабрьского и январского рейтинга компании «Медиафинск», молодой якутский информационный телеканал уже занял свою нишу и стал востребованным среди информационных каналов. НВК Саха были проведены прямые трансляции с крупнейших спортивных мероприятий, прошедших в Якутске, чемпионата России по боксу, мирового чемпионата по масс-рестлингу. Если ранее для трансляции международных игр мы приглашали центральные каналы, НВК Саха уже сама скоро направит в Сахалин бригад для обеспечения прямой трансляции зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Во-вторых, хочу отметить наше книжное издательство, национальное издательство «Бичик», которое почти всегда завоевывает призовые места на различных фестивалях и форумах. В прошлом году издание книжного издательства «Бичик» получили самое высокое признание на уровне страны. В числе лучших издательств России «Бичик» принял участие в главном ежегодном мировом книжном форуме во Франкфурте на Майне. «Бичик» идет много со временем, скоро, наверное, Август Васильевич представит свое новое мобильное приложение издательства. В-третьих, в рамках развития единого информационного поля мы презентовали 27 апреля в День Республики сайт «Улус Медиа». Это единая площадка для наших 34 районных газет. Количество просмотров за год составило уже 318 тысяч. Активизирована деятельность в социальных сетях, широко используем наш феномен якутский WhatsApp.
Цель ресурса – вывести новость районов на республиканский уровень, объединить творческие журналистские ресурсы, научить их работать в новом формате. Данная же транслируется в объединение автономного учреждения «Саха-Печать» и наших 17 редакций устных районных газет. В данном случае в этом году редакции сохранят свою самостоятельность. Планируем сохранить и развивать творческий потенциал редакций. Также особо хочется отметить сегодня и наши будущие кадры, которые профессионально заявили себя в освещении международных интеллектуальных игр. Так, 50 юных журналистов были подготовлены в течение года в мультимедийной школе издательства «Кескиль». Широко были освещены в рамках страниц наших газет, телевидения, радиовещания, год содействия занятости населения Якутии, год добровольца-волонтера. В этом году, в 2019 году, нам широко предстоит осветить год театра. Хочется отметить также грантополучателей. В числе первых это Якутск вечерний за отличное выполнение гранта по освещению сделано в Якутии. Хочу подчеркнуть медиагруппу «Сетим» как предводителя Ассоциации национальных СМИ, которые успешно провели День национальных СМИ во время традиционного журналистского форума «Вся Россия» с участием главы нашей республики. Среди перспективных направлений деятельности отрасли на 2019 год это переход на полное платное распространение республиканских государственных газет, продолжение поддержки социально значимых проектов. Будем работать над повышением качества журналистского мастерства, будем работать над обучением журналистов, особенно из районных средств массовой информации. Необходимо и дальше активно и широко использовать социальные сети для продвижения журналистских материалов, сохранять и приумножать читателей, радиослушателей и телезрителей. Кстати, журналистское сообщество мы представляем собой огромную силу. Мы действительно имеем особое влияние на общество, и порой мы даже этим сами не пользуемся. Я считаю, что сегодня растет нечитающее поколение. Это главный бич, и даже мы, родители, иногда находим редкое время для чтения книг, журналов и газет. Я уверен, что в наших с вами совместных силах возродить у якутян традиции чтения, печатных изданий и книг. Призываю вас всех проводить различные мероприятия, распространять социальную рекламу, объяснить пользу чтения. Надо вернуть нашего читателя на страницы газет, журналов и книг. Похлопаем здесь. Мы должны сделать модным чтение. Согласны со мной? Да. Будем работать над этим. Главой республики Арсеном Николаевым 2019 год объявлен годом консолидации. Журналисты, мы уже показали свою консолидацию в рамках акции «Доброе сердце». Эта акция проводится Советом главных редакторов при Министерстве, общественной организацией «Соцсети Якутии». Оператором у нас выступает фонд, благотворительный фонд «Хансхал». Акция стартовала в сентябре 2017 года. И всего за 1,5 года нами проведено 6 акций, и нами собрано почти около 10 миллионов рублей для 6 детей-инвалидов. И, пользуясь случаем, я хочу вас призвать тоже оказать такое пассивное наше содействие. Сейчас мы собираем деньги для Руслана Петрова, у которого предстоит операция на сердце. Мы собрали уже 388 тысяч рублей. Предстоит собрать 112 тысяч. Мальчик уже в скором времени должен полететь в Москву на лечение дальнейшую операцию. И, пользуясь мероприятием, я прошу неравнодушных журналистов сплотиться. И вот у нас представитель коробка фонда «Харстал» есть. Я первым туда вношу свою 1000 рублей. В рамках сегодняшнего мероприятия желающие могут принять участие и помочь нашему Руслану Петрову. С днем печати, коллеги! Желаю вам всего наилучшего, острого пера. Будьте счастливы. Пусть вас всегда поддерживает семья, здоровья, успехов и всего наилучшего. Спасибо.
это не запланированная награда, да, поэтому я буду читать сам. Но награда есть награда. Это награда благодарность председателя постоянного комитета Государственного собрания Тюмени Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций. Мне поручили его включить, поэтому без сценария прошу Матвеевой Сардане Анатольевне, заместителю главного редактора редакции журнала Сюда еще. Заслуги и значительный вклад в решение задач развития отрасли средств массовой информации, полиграфии и издательства дела и в связи с Днем российской печати нагрудным знаком «Отличник печати Республики Саха-Якутия» награждаются Еремеева Кюндай Васильевна, нагрудным знаком «Отличник печати Республики» награждается Захаров Афанасий Афанасьевич, редактор директора нагрудным знаком награждается Никифорова Сардана Семеновна, машинист-агрегатора межрейного скрепления 6-го разряда Открытого акционерного общества «Медиа Холдинг Якутия». Нагрудным знаком «Отличник печати Республики» награждается Антонов Геннадий Владимирович, редактор отдела автономного поведения редактора газеты «Судьба». Нагрудным знаком награждается Бурнашова Александра Григорьевна, редактор русского издания автономного поведения Республики издательский дом и студент. Нагрудным знаком награждается Попова Мария Константиновна, ветеран печати, Мегино-Каргаласский улус. Нагрудным знаком награждается Ребров Николай Николаевич, общественный корреспондент, Авыйский улус. Нагрудным знаком «Отличник печати Республики» награждается Федорова Альбина Львовна, редактор однопечатной подготовки общества с академичной ответственностью, компания «Дальний Алмаз». Нагрудным знаком награждается Иванова Маргарита Ивановна, главный бухгалтер автономного учреждения, редакция газеты «Султан Сонундара». Нагрудным знаком награждается Собакина Анастасия Степановна, редактор-стилист редакции газеты «Эстин Юность Севера». Нагрудным знаком «Отличник печати Республики Саха-Якутия» награждается Новикова Галина Васильевна, литературный редактор газеты «Киркора», редакция газеты «Эхо столицы». Нагрудным знаком «Отличник телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия» награждаются Киринский Иннокентий Тимофеевич, начальник службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК Саха.
Нагрудным знаком «Отличник телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия» награждается Игнатьева Алла Анатольевна, режиссер службы информационных программ телевидения филиала ГКРК Саха. Почетная грамота Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия награждаются Долунов Владислав Семенович, главный редактор журнала «Полярная звезда», автономное учреждение «Саха-Печать». Бурцева Любовь Ивановна, ведущий бухгалтер автономного учреждения «Саха-Печать». Бурцева Нарьяна Джамбуловна, полиграфист автономного учреждения редакционно-издательское объединение «Санолно», Чурапчинский УРУ. Михайлова Индира Степановна, кассир автономного учреждения редакции газеты «Сунтар-Сунтара», Сунтарского УРУСа. Адушинова Лена Ильинична, главный бухгалтер акционерного общества «Национальное издательство Бичик» имени Семена Новгородова. Королева Светлана Игоревна, машинист танцевальных машин 5-го разряда, медиахолдинг Якутия. Баишева Елена Никитична, редактор якутского издания автономного учреждения «Издательский дом Интернет». Гололобова Мария Максимовна, заведующая производством газетно-полиграфического объединения «Бирюса Аркада», Усть-Алданский УЛ. Благодарность Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия вручается Пономареву Юрию Ивановичу, мастеру газетного цеха медиахолдинга Якутия. Аргуновой Марии Константиновне, заведующей производством газетно-полиграфического объединения «Бирюса Аркада», Усть-Алданский УЛУС. Благодарственное письмо Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия награждаются Сидорова Надежда Анатольевна, редактор второй категории, редактор журнала «Куранчик», «Колокольчик плюс». Винокурова Екатерина Николаевна, заведующая редакцией ежедневных прямых эфиров передачи «Новый день» РБК Саха. Антонова Алена Анатольевна, руководитель редакции ежедневных прямых эфиров передачи «Новый день» НВК Саха. Иванова Саная Михайловна, корреспондент Якутского Саха-информационного агентства. Почетный сертификат Международного совета по детской книге вручается за издание книги «Мамонтенок Меник», автора Евдокии Ринцеевой ОМДО, акционерному обществу «Национальная книжная издательская компания «Бичик» имени Семена Новгородова, генеральный директор Егоров Август Васильевич.
Почетный сертификат Международного совета по детской книге вручается Ирицеевой Евдокии Семеновне, автору книги «Мамонтенок Эрик». За помощь в акции «Доброе сердце» благодарственное письмо благотворительного фонда «Амхарыстан» вручается Жантонову Антону Анатольевичу, главному редактору сетевого издания «Ньюс ЕКТ.ру». Больчукей Софии Владимировне, главному редактору сетевого издания «Саха-Онлайн». Тарасовой Марьяне Егоровне, заместитель директора дирекции телеканала «Якутия-24». Для поздравления и вручения ведомственных наград приглашается министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. Добрый день, дорогие уважаемые журналисты, все, кто сегодня пришел на праздник. Я смотрю, первый ряд это те, которые пришли работать, да? Ну, нас много, наверное, все будем поздравлять. Культуре дали слово, потому что год театра наступил. Мы приглашаем всех на все наши спектакли, на все премьеры. Я думаю, что есть фронт работы большой. Я хочу, чтобы каждый из вас помог нам пригласить больше людей, больше рассказать о содержании любого спектакля, любой премьеры. Возможно, больше, чем видит один человек. Я иногда рассказываю своим друзьям, какой был спектакль. Они меня спрашивают: Юра, мы же с тобой вместе были на этот спектакль. Но этого же не было. Я говорю: нет, это было. Это вот надо видеть. Один человек хорошо, два лучше. А если все вы нас поддержите, все издания, я думаю, что наши спектакли, наши премьеры и год театра в Якутии будет самым прекрасным годом. Годом ценностей, годом воспитания будущего поколения. Сказали, слово было первое, правильно? Слово было первым для человека. А вы журналист, люди, которые рождаете это золотое слово. Я хочу, чтобы оно всегда было первым, золотым, позитивным, радостным, чтобы оно несло радость жизни каждому человеку. Хочу вам пожелать только успехов и всегда бодрого, хорошего настроения. Ведь каждый журналист, каждое издание вы воспитываете человеческое общество и будущее поколение. Такие мы есть, какие новости вы пишете. Если хорошие будете новости писать и больше приглашать, интриговать, я думаю, что и театры будут полные, и спорт будет благодарен, правильно? Вот буквально глава ставила, какие же зрители и болельщики придут. Это вот как журналисты напишут, они все придут. Так что, ребята, приглашаю вас всех в год театра совместной большой работе. Хочу, чтобы у вас было всегда хорошее настроение. И слово, которое рождается из-под ваших пера, действительно было памятником вашей личности, воспитания человеческого общества. С праздником! За вклад в развитие культуры и искусства Республики почетная грамота Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Егоров Валентин Владимирович, заслуженный врач Республики Саха-Якутия, член Союза писателей Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой награждается Пашкевич Ольга Иосифовна, доцент Якутского института водного транспорта, филиала Сибирского государственного университета водного транспорта, член правления Союза писателей Якутии, руководитель русскоязычной секции Союза писателей Якутии. Белоусов Георгий Ефимович, ведущий программной редакции документальных программ, директор телеканала НБК Саха и Мама.
Благодарность Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Арсентьевой Алене Юрьевне, редактору-стилисту редакции «Чурачек», «Колокольчик плюс». Афанасьевой Сардане Олеговне, редактору первой категории редакции журнала «Чурачек», «Колокольчик плюс». Поздравительные письма Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия и памятные сувениры Днем российской печати вручаются Чемашкиной Наталье Владимировне, корреспонденту Якутского Саха-информационного агентства. У меня здесь маленькое пояснение, да, вот. Некоторым почетная грамота, а тем, которые про нас хорошо писали, да, и вернее, которые будут уже причастны к году театра, это мы тебе уже приглашение на премьеру «Травиаты», да. Ждем тебя в театре. Сорокину Андрею Андреевичу, фотокорреспондент ЕТИА. Семеновой Карине Степановне, корреспонденту редакции «Новый день» РБК «Саха». Эверстовой Ксении Николаевне, корреспонденту газеты «Якутск вечерний». Марковой Татьяне Афанасьевне, корреспонденту газеты «Саха-Серия». Еремеевой Кульней Васильевне, корреспонденту газеты «Якутия». Васильевой Анне Александровне, продюсеру телеканала «Якутия-24». Сюда, смотрим. Во. Все. Александровой Александре Александровне, журналисту службы новостей News ЕКТРУ. Гусеву Ивану Анатольевичу, корреспонденту информационного агентства «Якутия-Инфо». Академичникову Дмитрию Евдокимовичу, корреспонденту информационного агентства «Сахалай». Всероссийская печать вас поздравляет. Пришли, видимо, да, и коллеги, но остальные все приглашения театра будут всегда. Приходите, пишите то, что видите. Чтобы это было красиво, хорошо, а если плохо, чтобы это было плохо. Мой коллега и товарищ секретарю Александрова не подошла. Наверное, вы читали, это была хайповая такая большая статья, что Министерство культуры нашли миллиард нецелевых расходов. Но мы объяснили секретарю и дали слово, что Министерство культуры не будет судиться журналистам. Никогда. Будем искать правду, и вы тоже возьмете на себя обязанность писать правду. Правильно? Мы не будем отрицать, если это будет действительно правдой. Спасибо всем за совместный большой труд и надеюсь на перспективное сотрудничество. Решили министерством принять на себя обязательство в этом году объявить конкурс. В связи с годом театра положение буквально на днях будет на сайте размещено, и до всех редакций мы отправим. Сколько, чего, каким образом мы в следующем году, год пройдет наверх видно, и здесь будем вручать уже номинации за то, что наш театр, наш год театра в Якутии был самым лучшим в Российской Федерации. Спасибо за внимание. Хочу всех пригласить на участие в нашем небольшом конкурсе Министерства культуры по освещению года театра. Еще раз с праздником. Днем российской печати вас поздравляет Василий Еремеев.
ayırsınız ay bana. Badım al sürek suluşka. Bana sana ben hediye bir. Mine sana dolu. Что там все снимает, да? Я же говорил, микрофон лучше, видишь, как громко.